Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 3 августа 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Это будет понедельник. Так, король бубновый как карта дня. Что будет помогать, что будет мешать. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. 2 карты на финансы и карта итога дня. Так. Итак, у нас король бубновый как карта дня. А это значит, мы будем сегодня очень заняты вопросами денег, вопросами, может быть, продаж, заключением каких-то сделок. В общем, все, что связано с деньгами, все, что связано с продажами, умением идти на какой-то риск, да, все вот это может сегодня проявиться. А также это карта, которая говорит о любом увеличении, расширении, выходе за какие-то рамки, может быть, непривычные, да. Это может быть и о увеличении количества денег, это может быть переход на другой уровень в профессии, да, или, может быть, занятие какой-то новой должности, или вот любого рода расширение, да, любого рода увеличение, вот это сегодняшний день. Но также карта может говорить о том, что могут возникать излишние какие-то потребности, излишние желания купить больше, чем нужно, съесть больше, чем нужно. В общем, тоже за рамки, за границы выход, да, то есть слишком всего может быть много, поэтому вот как отрицательная сторона карты это будет нас тянуть слишком что-то делать, да, а как положительное это расширение, улучшение, выход на новый уровень и так далее. А что еще по этой карте может быть? Здесь удача в индивидуальном предпринимательстве, во фрилансе. Может быть продажи какие-то, да, особенно если вы, допустим, работаете за границей или вы что-то заказывали из-за границы, да, вот можете получить это сегодня. Ну, вообще карта, конечно, связанная не только с деньгами и с работой, да, это все-таки еще и карта преподавания, учителя, карта образования. Если у вас какие-то вопросы, связанные там с экзаменами, да, получением дипломов и так далее, тоже очень успешный день, очень хорошая карта. Для того, чтобы решать вопросы с школой, с образованием, может быть, правильно будет сделан выбор, куда поступить, допустим, выбрать какое-то направление в профессии, да, допустим, если вы долгое время думали, никак не могли решиться, то вот можно понять, чего вы хотите, да, каким профессионалом вы хотите стать. Хорошее время для того, чтобы решать любого рода юридические вопросы, вопросы, связанные с судами. Хорошее время для того, чтобы определяться с путешествиями. Кстати, могут приходить просто деньги как подарок, могут быть выигрыши, могут быть от других людей какие-то деньги. Вот просто может быть улучшение на пустом месте, да. Также хорошая карта для того, чтобы обратить внимание на свои сны. Да, может быть, действительно какая-то подсказка очень важная будет сегодня в снах. И вообще вот на предсказания нужно обращать внимание, потому что может быть здесь действительно что-то очень важное и полезное. Хорошее время для того, чтобы проходить вебинары, различные коучинги посещать и так далее, семинары. Хорошее время для того, чтобы может быть, встретить человека, допустим, иностранца, да, человека из другого государства, может быть, человека другой веры, да, то есть это люди, которые от нас вот очень сильно отличаются, да, это знаменитые люди какие-то, известные в своих кругах, вот мы можем сегодня общаться с такими людьми, да, может быть, такие люди нам будут приходить на помощь, мы с такими людьми можем знакомиться и так далее. Что будет помогать? Будет помогать туз трефовый. Карта говорит о том, что будет помогать, знаете,
Желание выйти на новый уровень раз, начать новую жизнь. Желание, может быть, стать богаче, известнее, да, может быть, какие-то цели, которые надолго. Это может быть желание с кем-то партнерство какое-то начать. Это может и личных отношений касаться, и работы. Что еще здесь важно? Ну, вообще любые какие-то денежные дела, они будут здесь нам помогать. Также будет помогать как раз желание сохранить деньги, да, не потратить лишнего. Если, допустим, покупаем какую-то одежду, да, нам нужно купить дорогую, статусную, ну, допустим, одну вещь, а не несколько. То есть вот все время будет такое желание потратить больше, а хорошо, когда мы будем себя останавливать. Хорошее время для того, чтобы кого-то поддержать, да, или привлечь к себе союзников каких-то, поддержку. Может быть, если, допустим, юридические вопросы, хороший день для того, чтобы найти адвоката. Действительно попадется такой хороший человек, ну, подходящий, который решит ваши вопросы. В общем, с помощью здесь проблемы любые могут решаться. Что будет мешать? Девятка червовая. Когда мы надеемся на кого-то, когда мы надеемся на друзей, на близких людей, что они придут, решат наши проблемы и так далее. Да? Когда мы остаемся в тех же самых рамках, в тех же самых связях, которые были до этого. А теперь отношения. Если мы сегодня встречаем кого-то, то это человек, кстати, вот по вот этой первой карте я говорила, да, люди, которые какие-то известные, которые производят впечатление, люди, может быть, такого среднего возраста, да, которые уже много чего добились. Вот с такими людьми можно сегодня встретиться. И знаете, вот после встречи с этим человеком у вас как-то какие-то новые возможности появляются, какие-то надежды появляются. Либо вы можете с помощью этого знакомства решить какие-то свои вопросы, очень важные для вас. Допустим, была какая-то ситуация тупиковая, и вот человек встречается, и вы можете, он помогает вам эту ситуацию решить. Плюс еще у вас и взаимоотношения могут начаться новые. Для тех, кто уже в паре, король червовый. Здесь у нас все замкнуто, зациклено на доме, на нашем. Да? Давайте дополнительные карты достанем. Возможно, кто-то будет уезжать. Может быть, это не так надолго, но вот карты говорят о том, что, скорее всего, вы будете не разговаривать друг с другом, а переписываться. Да? Вот больше как-то связь такая будет с помощью СМС. А также, может быть, сегодня будете оплачивать какие-то, если, допустим, никто не в отъезде, не в поездке, то тогда счета, может быть, оплачивать придется какие-то, да, какие-то, может быть, или, может быть, бумаги какие-то будете оформлять, там, доверенности разные и все такое прочее, да, и за это, может быть, нужно будет заплатить тоже. Может быть, какие-то деньги могут приходить от семьи, допустим, от родителей, да, неожиданные, нечаянные. Плюс что еще здесь добавляется, какая информация вот по восьмерке трефовой? Может быть, ваш партнер или вы сами слишком много требуете от другого, да, и вот здесь может возникнуть ситуация, когда нужно будет как-то понизить требования, да, или, может быть, дождаться подходящего случая. Или, может быть, ваш партнер что-то такое от вас хочет, просит, что вы не можете сейчас ему дать, и вам нужно сказать твердое «нет». Да? То есть это тоже важно. А для тех, кто в ссоре, валет трефовый, карта говорит о том, что вы можете еще больше разругаться сегодня. Если вы начнете общаться сегодня, вот есть вероятность, что вы усугубите только конфликт. Вот лучше отложить пока что примирение. Для работы выпадает шестерка трефовая тем, кто в поиске работы. Но здесь может быть два варианта. Либо вы наконец-то находите то, что вам нужно, но, скорее всего, эта работа будет очень тяжелая для вас. Либо, наоборот, сегодня нет возможности найти работу. Ну, может быть, знаете, может быть, даже вот дополнительную карту достала, может быть, даже возможности и будут, но как будто бы они для вас неприемлемые, да? Или, может быть, выбор вы никак не можете сделать.
Для тех, у кого есть работа, десятка пиковая, карта говорит о том, что у вас какие-то значимые перемены. И, кстати, у вас может быть и по деньгам какая-то прибыль, да, или если, допустим, вы работаете от продаж, вы можете очень много продаж сегодня совершить, у вас будет, ну, как бы большая оплата, хорошая оплата. Может быть, начальство поменяется, или в коллективе новые люди будут. Может быть, отправят вас, ну, допустим, в командировку, да, или, может быть, новые клиенты какие-то, допустим, только с новыми клиентами сегодня работаете. Но в любом случае тут какие-то изменения, какие-то новые люди, какие-то новые обстоятельства. Может быть, кстати, даже обучение будет вам предложено, тогда соглашайтесь, это очень хорошо для вас будет. Для тех, у кого свое дело, десятка червовая. Карта говорит о том, что у вас может быть какая-то помощь со стороны семьи, со стороны друзей, вот в вашем деле, в вашем бизнесе, да, и может быть, вы будете вынуждены даже привлекать своих близких, потому что сами не справляетесь. Давайте я посмотрю, что конкретно имеется в виду. Так. Ну, знаете, здесь вот встает как-то вопрос семьи, детей, материнства, да. Может быть, вам, допустим, будет сложно сегодня заниматься делами, потому что у вас другие дела семейные возникают, и вам нужно их как-то срочно, быстро решать, да. Или, может быть, поехать куда-то надо с семьей, и тогда вы находите людей, которые вместо вас могут с вашими обязанностями справиться. Тут какие-то ваши друзья, близкие люди могут помогать, либо члены вашей семьи. Так, теперь посмотрим финансы. Для тех, кто на зарплате, десятка бубновая. Карта говорит о том, что сегодня будет, скорее всего, назначаться вам оплата, да, может быть, как-то пересчитываться что-то будет, анализироваться ваша работа, и вот по поводу там сделанных выводов уже будет назначаться вам сумма определенная, да. А также вот, может быть, вы будете тратить деньги на обучение на какое-то, на какие-то курсы, да, или, может быть, будете думать об этом только. И вообще какая-то информация может приходить к вам о деньгах. Ну, кстати, также можете тратить деньги не только на курсы, можете какие-то книги покупать нужные, там бумагу, канцелярские какие-то принадлежности. Может быть, вы, кстати, будете кого-то обучать, и вот вам тоже за это деньги могут приходить. А для тех, кто занимается своим делом и зарабатывает своим делом, десятка трефовая. Карта говорит о том, что у вас могут приходить какие-то большие деньги, да, может быть какой-то, знаете, или новый какой-то денежный поток у вас запускается, или, может быть, здесь деньги приходят от государства, как какая-то дотация, да, как какая-то выплата. Или, может быть, здесь есть человек, который вот как ваш партнер, да, и либо вот вы с ним заключаете соглашение, от этого выигрывает ваш бизнес, и вы потом получаете дополнительный доход. Или у вас новый клиент какой-то может появиться, и тоже хорошие деньги будут. Но, знаете, вообще десятка трефовая – это вообще карта денег. Такого не просто, знаете, маленьких денег, это большие деньги, какая-то финансовая удача, это какие-то личные средства, это средства бизнеса, но в то же время это деньги не для, ну, допустим, не для того, чтобы кому-то их отдать, да, или там выплатить зарплату из них. Это деньги лично ваши, которые вы можете там пустить туда, куда вам нужно, да, то есть от вас зависит. Что будет по итогу дня? У нас выпадает девятка бубновая. Какие-то очень важные вопросы сегодня будут закрыты. Особенно если у вас были какие-то в последнее время потери, да, или, может быть, какие-то перемены были сильные, да, такие трансформации. Или, может быть, допустим, вы переживали очень сильно по какому-то поводу, или
может быть, даже с кем-то ссора была. Вот сегодня здесь все завершается. Может завершиться какая-то крупная сделка, может быть, получена крупная сумма денег, может быть, решен вопрос вот в семье важный для вас, встретится новый человек. То есть сегодня действительно вот какое-то завершение очень значимое для нас, и как будто вот это ставит в сегодняшнем дне такую точку, да, удовлетворение такое есть, что вот все закончилось, то, что меня беспокоило, и теперь для меня открывается что-то новое. Вот такое настроение будет в конце дня. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.